Рабочий визит депутатов Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан начался в 12 часов с посещения спортивных объектов нашего города. Первый в списке – городской центр детского творчества. В нем занимается более 1500 детей, в том числе 14 человек с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что проблема доступности инклюзивного образования – один из основных вопросов, входящих в повестку рабочего визита. Для детей с физическими ограничениями здоровья специалистами Центра детского творчества организуются занятия по гидрореабилитации. Их родителям предлагается поддержка в форме психологических консультаций и тренингов. В рамках состоявшегося визита гости города получили возможность лично пообщаться с родителями таких воспитанников и выяснили, работа педагогов приносит результаты. Однако доступ к таким процедурам затрудняет ряд естественных препятствий. Здание образовательного учреждения не оборудовано для свободного передвижения на инвалидной коляске. Допустим, Мансуру я напрячу и принес, а если бы, допустим, был бы специальный спускник для таких детей было бы больше. Возможностей для реабилитации было бы более широкий охват для детей. Ирик Зарипов, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр, член комитета Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан, знает о проблемах инвалидов-колясочников не понаслышке. Он высоко оценил достижения коллектива Сибайского центра детского творчества и посоветовал руководству поднять вопрос о выделении федеральных субсидий на нужды физически ограниченных воспитанников. В рамках реализации проекта «Реальные дела» Единой России уже был решен ряд серьезных проблем в нашем городе. Делегаты из Уфы, выступающие от лица партии, напомнили, что для участия в программе прежде всего необходимо составить заявку. Позднее депутат смог лично оценить удобство расположения мест для колясочников на ледовой арене «Ирандык». Для нужд данной категории зрителей здесь предусмотрена специально оборудованная площадка, располагающаяся отдельно от основной трибуны. В детско-юношеской спортивной школе почетные гости города смогли лично засвидетельствовать такое традиционное в нашем городе явление, как массовая зарядка для школьников. Участники мероприятия встретили приветственную речь именитого спортсмена бурными аплодисментами. Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Сибае. Здесь я нахожусь уже второй раз. Смотрю, на протяжении нескольких лет Сибай преображается. И я рад, что сегодня вместе с вами, конечно же, не прыгаю, как вы, но все равно душой всегда в спорте. Хотел бы вам пожелать удачи, здоровья и приносите побольше спортивных побед. В отдельном порядке делегаты встретились со спортсменами детской коррекционной школы и старшей возрастной группы лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся на базе Сибайского многопрофильного политехнического колледжа. Результаты многих из них отмечались наградами специальной олимпиады и других специализированных соревнований. В рамках встречи гости города ответили на вопросы собравшихся, произнесли напутственные слова и вручили подарки. Особой популярностью у участников встречи пользовалась селфи с чемпионом. Будущие спортсмены за Уралом. Обсуждение же формальных рабочих вопросов сместилось в спортзал детско-юношеской спортивной школы. Здесь состоялась встреча депутатов с представителями общественных спортивных организаций и учебных заведений города по вопросам организации образовательных процессов и состояния спортивных объектов. Замечательно, что город Сибай на своем балансе и ДЮСШ есть, и центр смотрели мы детского творчества, который тоже отчасти занимается и реабилитационной работой, и со спортсменами занимается, что сегодня город эти расходы несет. Конечно, мы прекрасно понимаем, как представители партии «Единой России», что сегодня необходима и дополнительная поддержка спорту, и не можем здесь, конечно, мы похвастаться тем, что у нас сегодня большие средства выделяются на область спорта, потому что ситуацию финансовую, экономическую вы сами все понимаете, и по республиканскому бюджету видите, какая ситуация. И, конечно, по спорту у нас за последние годы здесь не будем лукавить, произошло сокращение финансов, но при этом, уважаемые коллеги, мы сохраняем нашу существующую эту разветвленную большую спортивную нашу сеть, мы при этом сохраняем приоритет, что у нас дети должны заниматься спортом. Широко обсуждался недостаток спортивного инвентаря в муниципальных образовательных учреждениях, отсутствие в городе должной базы для лыжной подготовки школьников и плачевное состояние беговой дорожки на стадионе Труд, о котором говорили отдельно. Реконструкция стадиона требует выделения значительной суммы бюджетных средств и в настоящий момент находится в проекте. Все озвученные проблемы делегаты обещали рассмотреть в отдельном порядке и принять необходимые меры. Детали и цель состоявшейся встречи мы попросили разъяснить члена комитета Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Ирика Зарипова. Моя цель посмотреть, как здесь реализована программа «Доступная среда», что сделается здесь для спорта, какие есть проблемы. То есть сейчас у нас было большое такое совещание, то есть с тренерами,
с преподавателями, те, кто работает именно на местах с детьми. То есть обозначена проблема, и да, есть нехватка санитарием, есть проблемы со стадионом, мы все это записали, то есть дали свои рекомендации, то есть индивидуальный характер ко мне подошли люди. В принципе, цель понятна, задачи ясны, будем работать и совершенствоваться даже в законодательном виде. Город преобразился, конечно же, мне очень рад посмотреть на ваши спортивные объекты. Сейчас хотел бы посмотреть школу, которая участвовала в том году в программе «Доступность», как это сделано, как сделали, нет ли нюансов. Я знаю, что в этом году еще будет школа участвовать, то есть сразу же какие свои пожелания хочу внести, то есть где-то, если будет какие-то небольшие проблемы, сразу, чтобы в этом году их не допустить. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.